Ракетные установки залпового огня «Град» применили поддерживаемые Россией сепаратисты в ходе боевых действий в городе Углегорск Донецкой области на востоке Украины. Они продолжали здесь и 8 февраля, несмотря на активные дипломатические усилия ряда стран добиться прекращения огня. Углегорск расположен недалеко от города Дебальцево, где правительственные войска подверглись в последние недели атакам со стороны сепаратистов. 29 января представители вооруженных сил Украины заявили, что украинские части оставили Углегорск, где недавние обстрелы привели к значительным разрушениям. В Армении сотни людей вышли на улицы столицы страны Еревана в знак поддержки одного из своих активистов, который, по сообщениям, был похищен и избит людьми в масках. Им оказался оппозиционный юрист Артак Хачатрян, принявший участие в недавних протестах против введения в стране налога с продаж. Эти протесты продолжались в Армении несколько месяцев. В результате правительство решило отложить введение нового налога. 7 февраля Хачатряна, сильно избитого и без сознания, нашли возле его дома, спустя 3 часа после того, как неизвестные среди белого дня похитили его, насильно затолкав в машину. В столице Афганистана Кабуле ссора из-за участка земли завершилась стрельбой. 2 человека были ранены в ходе столкновения, одним из участников которого оказался афганский парламентарий. Порядок был восстановлен лишь с прибытием на место полицейского подкрепления. Начато расследование инцидента. В соседнем Пакистане на открытие фестиваля в городе Пешавар его участники выпустили в небо голубей. Фестиваль, организованный властями провинции, стал первым масштабным культурным событием в этом городе после атаки талибов на местное военное училище в декабре прошлого года, жертвами которой стали почти 150 подростков. После многочисленных нападений боевиков в предыдущие годы многие жители Пешавара и до сих пор опасаются посещать массовые мероприятия в городе. В столице Сербии Белграде министр культуры страны Иван Тасовац привел в действие часы, ведущие обратный отсчет времени, оставшегося до завершения реконструкции 2 местных музеев. Национальный музей предполагается полностью открыть в будущем году. Он был в основном закрыт для посещений в предыдущие 15 лет. Реконструкция другого музея современного искусства, уже 7 лет как закрытого, должна быть завершена к концу нынешнего года.